Далее мы на телеканале «Якутия-24» вместе с коллегами расскажем о событиях в экономике, спорте, чрезвычайных происшествиях и других новостях. А пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, курс доллара остановился на уровне 67 рублей 51 копейка. Евро стоит 75 рублей 84 копейки. Выгоднее всех доллар покупает Россельхозбанк за 73 рубля 25 копеек, а продает Восточный банк за 75 рублей и 60 копеек. Евро покупает сегодня выгоднее всего тот же Россельхозбанк за 83 рубля 95 копеек, а продает Восточный банк за 86 рублей и 10 копеек. Власти Италии ограничили передвижение граждан. Итальянский премьер Джузеппе Конте распространил карантинные меры на всю территорию страны. Он уточнил, что перемещение внутри страны возможно только при наличии веских причин, среди которых необходимость по рабочим или семейным обстоятельствам, а также по состоянию здоровья. Новые нормы вступают в силу сегодня. Ранее было объявлено о закрытии всех развлекательных заведений, спортивных клубов, салонов красоты, а также горнолыжных курортов. По всей Италии закрыты и учреждения культуры. Коронавирус по влиянию на мировые индексы и экономику превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний 21 века. К такому выводу пришли эксперты РУ имени Плеханова, сравнив эффект для рынков от вспышек COVID-19, эболы, свиного и птичьего гриппов, а также атипичной пневмонии. Авторы исследования сравнили цены на золото, нефть, показатели РТС, а также технологические индексы США и Китая во время различных эпидемий опасных болезней. Удар по экономике от коронавируса эксперты объяснили не последствиями самой болезни, а мерами борьбы с ней. Тем временем министр финансов Антон Силуанов гарантировал социальные расходы при низких ценах на нефть. По словам министра, имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все обязательства перед гражданами. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, приветствую. Откуда такая уверенность? Сергей, приветствую. Как заявили в Министерстве финансов, что даже если цена на нефть опустится до 25 долларов за баррель, то в Фонде национального благосостояния достаточно средств, чтобы замещать выпадающие расходы от торговли нефтью в течение 6, а то и 10 лет. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Оно прошло на следующий день после того, как Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о дальнейшем продлении соглашения о сокращении добычи нефти. На нем обсуждались вопросы стабильности российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов на этом совещании сказал, что исполнение бюджета и имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все социальные обязательства. Поручение президента по итогам послания Федеральному собранию реализовать нацпроекты, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность даже при устойчиво низких ценах на нефть. Министр энергетики Александр Новак на совещании отметил, что ситуация на нефтяном рынке, которая сложилась после Венской встречи, находится в пределах прогноза. По его словам, российская нефтяная отрасль сможет оставаться конкурентоспособной за счет своей ресурсной базы и достаточного запаса финансовой прочности при любом прогнозируемом уровне цен. Россия также способна сохранить свою долю на рынке. Федеральная антимонопольная служба России в свете падения курса рубля напомнила, что постоянно следит за ценами на ряд социально значимых товаров. В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупнейшие розничные сети в России, пояснили, что изменение курсов валют может повлиять на отпускные цены производителей, что впоследствии приведет и к соответственному изменению цен в рознице. В Комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что большинство конкурсов на поставку в Россию лекарств уже состоялось. Проблем с точки зрения гособеспечения в связи с падением курса рубля быть не должно. Но в случае розничной торговли повышение цен в аптеках возможно, если валютные курсы будут повышаться или держаться на новом уровне длительное время. Говоря о лекарствах, в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы пояснили, что цены на препараты, которые входят в перечень жизненно важных, подлежат государственному регулированию и не могут быть выше предельных отпускных цен, зарегистрированных фармкомпаниями.
Тем не менее, падение рубля может повлиять на стоимость товаров в России, считают эксперты. Цены на импортную продукцию поднимутся, в том числе из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Ослабление российской валюты приведет к увеличению стоимости одежды, обуви, мебели и, самое главное, различных гаджетов. Ожидается и физическая нехватка товаров, поскольку многие китайские предприятия по-прежнему стоят и уменьшили выпуск продукции. Придется везти товары из других стран, что приведет к росту цен. Также эксперты не исключают, что может произойти подорожание бытовой электроники, автомобилей и их комплектующих. Но мировая экономика из-за коронавируса может потерять порядка 2 триллионов долларов. Европа в ближайшие месяцы войдет в рецессию, и эпидемия представляет собой значительную угрозу для мировой экономики, пришли к выводу эксперты. Отмечается, что в этом плане очень хрупкой является экономика Германии. Испытывает потрясение и итальянская экономика. Из общей суммы потерь 220 миллиардов долларов придется на развивающиеся страны, за исключением Китая. Самые тяжелые последствия испытают страны-экспортеры нефти и других товаров, которые потеряют более 1% в росте, а также те, кто хорошо изначально связан с пострадавшими государствами. Однако, считают эксперты, последствия не повторят кризис 2008-2009 годов, так как банки в нынешней ситуации находятся в более устойчивой позиции. И к другим темам. Пункты пропуска через границу России подключат к единой информационной системе, интегрированной с базами данных контролирующих госорганов. О необходимости создания такой электронной платформы заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы. По его словам, это позволит устранить излишнюю бюрократию на границе и упростит жизнь бизнесу. Единая для всех контролирующих органов электронная платформа станет основой для создания в России интеллектуальных пунктов пропуска. Это предусмотрено в стратегии развития Федеральной таможенной службы до 2030 года, сообщил глава ведомства Владимир Булавин. Все контрольные процедуры в интеллектуальных пунктах пропуска будут осуществляться в автоматическом режиме. Таким образом, товары, относящиеся к категории наименьшего риска, смогут перемещаться через границу без остановки. Для морских и авиационных пунктов пропуска эта технология уже находится в высокой стадии готовности. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, передаю слово тебе. Как будут развиваться события в мире экономики и финансов, узнаем в следующих выпусках. Иван, спасибо. Мы продолжаем нашу программу и продолжаем экономическую тему. Нефтяной кризис в стране на руку золотодобывающим компаниям. На фоне снижения цены на нефть выросла стоимость золота. Какие прогнозы сложившейся ситуации и как она отразится на жизни населения? Выясняла Юлия Великодная, она на прямой связи со студией. Юлия, приветствую. Тебе слово. Сергей, приветствую. Хочу сказать, что основная причина падения цены на нефть – это срыв переговоров в Вене, России и стран-участников ОПЕК. Стороны не смогли договориться о регулировании добычи нефти с апреля. Напомню, что спрос на ископаемое топливо снизился из-за торгов, то есть из-за коронавируса. Надо сказать, что по итогам вчерашних торгов нефть частично отыграла свои позиции. Ну а в целом нефть марки Brent упала до $32 на баррель. Это одно из крупнейших падений в истории. Последний раз такое наблюдалось в 1991 году после операции «Буря в пустыне». Поэтому это было крупнейшее однодневное падение за 30 лет. Какие прогнозы на этот счет у руководителя Центра стратегических исследований Игоря Николаева? Давайте послушаем. Сейчас Brent торговался по последним данным, вот буквально, которые я сейчас посмотрел, за $36 за баррель. По некоторым прогнозам нефть может до конца недели также еще чуть подрасти до уровня $40 за баррель. Есть, правда, и противоположные прогнозы о том, что нефть может упасть и до $20 за баррель. Но я думаю, скорее всего, все-таки возобладают оптимистичные настроения. Это будет зависеть от той статистики, которая подает по Китаю. Тем не менее, есть и позитивные новости. Вот на фоне такой ситуации цена за российскую унцию золота выросла с $1500 до $1700. И рост продолжится, по словам экспертов. Есть прогнозы, по которым цена вырастет даже вдвое, до 3000. Золото является, как сказал эксперт, тихой гаванью на фоне шторма на финансовых рынках. И поэтому все инвесторы вкладываются в золото. И даже есть прогнозы, что вот в такое, если будет так продолжаться, то выиграют даже алмазодобывающие компании. Давайте послушаем.
есть такая вероятность, что такое окно из Тихой Гавани выступят алмазы. Поэтому, возможно, инвесторы уйдут еще и на алмазы, и тогда это неплохо скажется на продажах «Алроса». Надо сказать, что Республика Саха-Якутия по итогам прошлого года заняла 3-е место в России по добыче золота. И если такие прогнозы оправдаются по золоту, то это на самом деле будет неплохо для республиканского бюджета. Ну а если падение рубля – это дополнительные доходы за счет курсовой разницы для республиканских экспортеров, в частности для «Алроса», то для населения это может сказаться не очень хорошо повышением цен. Давайте узнаем, насколько и чего ждать. Вероятнее всего, индекс потребительских цен, конечно, может за счет этого вырасти. Пока прогнозы какие-то конкретные давать сложно, но действительно, инфляция может быть достаточно высокая. Порядка, наверное, 10-15% может быть, если тенденция будет наблюдаться и дальше. Если же курс рубля вернется на прежние значения, то, конечно, мы этого. Что касается курса доллара и евро, то торги на московской бирже пока не открылись, но все же ждать какого-то сильного снижения не стоит. Что касается топлива, бензина и дизеля на автозаправках Якутска, то повышение тоже пока не предвидится. Сергей, у меня на этом пока такая информация. Тебе слово. Юлия, спасибо. Будем надеяться, ситуация в скором времени не стабилизируется. Я напомню, Юлия Великодная в прямом эфире рассказала о влиянии падения нефти. Мы идем далее. 22 апреля пройдет голосование по внесению поправок в Конституцию России. Этот день выпадает на среду и будет оплачиваемым нерабочим днем. Общенародное голосование будет проходить по всей стране в избирательных участках. Поправки в Конституцию закрепляют базовые права граждан и касаются каждого жителя страны и в основном затрагивают социальные вопросы. Например, защита семьи, института брака, как союза мужчины и женщины, материнства, создание условий для достойного воспитания детей в семье. Государство будет создавать условия, способствующие всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Ранее Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. В первую очередь, конечно, я полностью поддерживаю то, что туда включили такое понятие, как брак, о семье, о том, что брак заключается между мужчиной и женщиной, потому что, когда смотришь то, что творится в нашем мире, то думаю, что, наверное, такие вещи в Конституции уже пора отражать. Хотя, наверное, лет 10-15 назад это, наверное, показалось бы абсурдным. Поэтому здесь я полностью поддерживаю, и все, что там касается детей, то, что если останутся без родителей, то все на себя берет государство. Мне, как председателю попечительского совета детского дома, это очень близко, понятно, и мы полностью это поддерживаем нашим попечительским советом. Самосвал БелАЗ загорелся на карьере «Юбилейный» в Якутии в Мирнинском районе. Отмечается, что к моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел моторный отсек автомобиля. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 3 квадратных метра. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание, говорится в сообщении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Тем временем мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название «Белый кролик». Такое название выбрано по аналогии со сказкой «Алиса в стране чудес», поскольку все начинается с безобидных шагов. Так, злоумышленники в соцсетях от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве получить вознаграждение за прохождение опроса на сайте, например, банка или сотового оператора. После этого клиент получает на почту сообщение о выигрыше. Эксперт подчеркивает опасность данной схемы, поскольку она не вызывает подозрений, ее сложно отследить в службе безопасности банка. Между тем, жительница Якутска уже стала очередной жертвой мошенников. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Добиваясь расположения и доверия, мошенник обращался по имени и отчеству. Он уверил, что некий Александр пытается перевести деньги с ее карты. В ходе разговора лжеспециалист попросил продиктовать ее данные банковской карты, CVC-код на обратной стороне карты и поступившие СМС-коды безопасности, чтобы заблокировать карту с целью предотвращения возможных мошеннических действий. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов в рубрике «Чрезвычайные происшествия». Юра, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. В результате женщина поверила звонившему и продиктовала все необходимые данные. В тот же день с ее карты пропали более 74 тысяч рублей. Она поняла, что общалась с мошенниками и обратилась в полицию.
Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Жительница Якутска пыталась самостоятельно вернуть похищенные мошенниками деньги, но снова стала жертвой обмана. В полиции она рассказала, что по рекомендации своей знакомой обратилась к одной гадалке, чтобы вернуть ранее похищенные мошенниками деньги. Оказалось, что она уже попадалась на уловки злоумышленников в прошлом году и лишилась 800 тысяч рублей. Во время телефонного разговора лжепредсказательница обещала ей помочь и рассказала о своих экстрасенсорных возможностях, что может очистить от порчи и сделает так, чтобы мошенники сами вернули ей деньги. Даже пообещала приехать, чтобы лично встретиться с ней. Общение происходило и по телефону, и посредством мессенджера Viber. Умелая псевдопрорицательница попросила купить женщине свечи с Иерусалима для проведения обряда и попросила более 300 тысяч рублей за оказываемую услугу в виде пожертвования монахиням одного из монастырей. Далее, под предлогом, что она внесла за потерпевшую необходимую сумму для обряда, злоумышленница попросила перевести ей сумму, которая имеется на счету. Поверив словам аферистки, потерпевшая перевела на указанный банковский счет около 250 тысяч рублей. После этого гадалка перестала отвечать на сообщения, а потом и вовсе заблокировала номер. В Алданском районе перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения. Поздним вечером в гараже пьяный житель Алдана избил кочергой своего 23-летнего знакомого. Позже на этапе предварительного расследования обвиняемый в содеянном полностью раскаялся. За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В Якутске полицейские задержали вора, укравшего телевизор из чужой квартиры. На это понадобились сутки. Пострадавший мужчина сообщил, что когда он находился в командировке на севере, кто-то взломал дверной замок и проник к нему в квартиру. Пропал телевизор. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. По горячим следам был установлен знакомый потерпевшего, безработный 22-летний уроженец Вилюйского района. Выяснилось, что подозреваемый страдает игровой зависимостью. Все свои деньги он тратит на спортивном тотализаторе. Злоумышленник знал, что мужчина отсутствует в городе, а за квартирой его никто не присматривает. Тогда он ночью проник в квартиру и украл телевизор. Затем продал его, выручив 5000 рублей. Мужчине грозит срок до 5 лет. Жительница Нерингри хотела сдать квартиру и стала жертвой мошенников. Она разместила объявление о сдаче квартиры в аренду на сайте Авито. Ей позвонил мужчина и сказал, что собирается приехать в Нерингри из другого города на работу и хочет снять ее квартиру. Женщина сообщила, что у нее есть и другие желающие, поэтому необходимо внести предоплату. Тогда она снимет объявление. Звонивший согласился и сказал, что переведет деньги на карту. Он сообщил, что находится перед компьютером, но у него не получается перевести деньги, так как программа требует ввести код, который придет в СМС-уведомлении на ее телефон, и попросил его продиктовать, что потерпевшая и сделала. Спустя некоторое время женщине пришло сообщение о том, что с ее счета списано 40 тысяч рублей, а звонивший перестал выходить на связь. Перейдем к происшествиям в мире. По меньшей мере 10 человек погибли и 23 считаются пропавшими без вести после обрушения здания отеля, в котором в городе Цюаньчжоу на юго-востоке Китая располагался карантинный центр. В него помещали людей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто контактировал с зараженными. На кадрах, полученных от пожарной части провинции Фуцзянь, показано, как сотрудники аварийных служб проводят спасательную операцию. Сообщается, что более 70 человек находилось в здании на момент обрушения, включая 58 человек, находившихся на карантине, персонал отеля и других работников. Около 1000 пожарных и сотрудников других аварийных служб прибыли на место обрушения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Юра, спасибо. А мы идем далее и переходим к мировым новостям. В Амстердаме начался процесс по делу о крушении самолета малазийских авиалиний. Борт, выполнявший рейс МН-17, был сбит на востоке Украины летом 2014 года. Как полагает следствие, в него попала ракета, доставленного из-под Курска на территорию, занятую пророссийскими сепаратистами. Погибли 298 человек из 10 стран. В качестве обвиняемых пока фигурируют 4 человека, 3 граждан России и 1 Украины, рассказывает Сергей Берец. Окружной суд Гааги приступил в понедельник к рассмотрению дела о крушении малазийского «Боинга», сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа самолета. Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол, рядом с одноименным аэропортом Амстердама, откуда вылетел борт
выполнявший рейс MH17 в Куала-Лумпур. В течение первых 20 минут заседания в зале звучали имена жертв трагедии. По мнению следствия, к ней причастны 3 граждан России и 1 Украины. Ни один из них в суд не явился и свою вину не признает. Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс заявил, что есть все основания слушать дело в их отсутствии. Каждый был извещен о сути обвинений, а также о месте и времени разбирательства. Пока по делу в качестве обвиняемых проходят Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Хмурый, Олег Пулатов, Гюрза и Леонид Харченко, Крот, связанные как с российской армией и спецслужбами, так и с вооруженными формированиями самопровозглашенной ДНР. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса Нидерландов о преднамеренном уничтожении воздушного судна и умышленном убийстве. Обе предусматривают длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного. Международная следственная группа пришла к выводу, что ракета ЗРК «Бук» была выпущена с части территории Украины, занятой пророссийскими сепаратистами. Пусковая установка, полагают участники расследования, была доставлена на стартовую позицию из-под Курска, где дислоцируется российская бригада ПВО. Сторона обвинения не считает, что кто-либо из подсудимых непосредственно запускал ракету, но каждый сыграл важную роль в транспортировке «Бука». Многие родственники погибших, в том числе Антон Котте, потерявший сына, невестку и внука, винят в случившемся высшее руководство России. Москва на протяжении 6 лет многократно заявляла, что не имеет отношения к трагедии малайзийского «Боинга». Российские политики, военные, журналисты и некоторые технические эксперты выдвигали свои версии гибели самолета. Едва ли не в каждой из них виновной объявлялась украинская сторона. Россия также недвусмысленно давала понять, что не согласится с выводами расследования, если не будет допущена к участию в нем. Шеф уголовной полиции Нидерландов и главный следователь международной группы Энди Краак сказал, что он и его коллеги хотят изобличить всю цепочку от экипажа «Бука» до тех, кто отдавал приказы на поражение цели. Жители Милана поделились своими мыслями о введении карантина в северных регионах Италии, который был объявлен для сдерживания вспышки коронавируса. Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел карантинные меры, которые затронули четверть населения страны, включая провинции Ломбардия, Венеция, Модена, Парма и 10 других. Согласно новому указу, никто не сможет выезжать и выезжать в эти районы, закрытые учреждения культуры и спорта, в том числе горнолыжные курорты. Ограничения, затрагивающие 16 миллионов человек, будут действовать до 3 апреля. Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку коронавируса. Число погибших в Италии, по официальным данным, достигло 366 человек. Это зависит от многих факторов. Я убеждена, что в Италии вирус уже повсюду. Поэтому ограничения, которые распространяются только на Милан, кажутся мне глупостью. Что уж, если кто-то выйдет из красной зоны, он очевидно или вероятно сделает это из злого умысла. Таким образом, мне представляется маловероятным, что однажды это сделав, человек сам себя накажет. Тот факт, что многие жители Милана уезжают, значит, что они вредят всем. Они разносят вирус повсюду. Они не уважают ни себя, ни других людей. Между тем, группа исследователей из университета Цинхуа в Пекине сконструировала робота, который поможет медикам лечить пациентов, зараженных коронавирусом, и ухаживать за ними. Благодаря этому устройству врачам не обязательно будет находиться в одном помещении с больными в особо опасных случаях. Подробности далее. Роботизированная рука-манипулятор на колесах предназначена для ухода за пациентами, зараженными коронавирусом. Устройство, очень похожее на то, что используется на Международной космической станции, может проводить ультразвуковые исследования, брать мазки изо рта больного, прослушивать его, давать лекарства и делать уколы. Как правило, все это осуществляют медики. Автоматический помощник позволит им даже не входить в инфекционные палаты. Медицинский робот – детище группы ученых, инженеров и студентов университета Цинхуа в Пекине. Руководитель проекта, профессор Джен Ганте, говорит, что идея посетила его во время празднования китайского Нового года. Он задумался над тем, как обезопасить врачей.
Доктора храбрые люди, но вирус очень заразен. Использование роботов – это превентивная мера. Они возьмут на себя самые опасные задачи. Как говорит ведущий конструктор, практикующие врачи предложили отказаться от полной автоматизации, поскольку больные нуждаются в человеческой заботе и участии. По словам студента Ченя Ю, принимавшего участие в испытаниях, в глубине души он опасался, как поведет себя робот. Оказалось, что машина проделывает манипуляции весьма деликатно. Тестирование 2 манипуляторов прошло в университетских клиниках. Если обучение медиков в Ухане будет признано успешным, настанет черед практической работы с настоящими пациентами, зараженными коронавирусом. Профессор Джен хотел бы построить еще несколько роботов, но университетского финансирования при цене более $70 тысяч за штуку не хватает. Остается надеяться на заинтересованность со стороны коммерческих компаний. Как узнать, что сено в черте Парижа грозит выйти из берегов? Нужно посмотреть на ноги статуи под мостом Альма. Если они покрыты водой, можно ждать наводнения. Каменный зуав, стоящий на одной из опор моста Альма в Париже, по традиции служит индикатором уровня воды в Сене. Утром в понедельник его ноги почти по колено оказались под водой. Это означает, что река может выйти из берегов. В 1910 году вода поднялась почти на 9 метров, и зуав скрылся по плечи. Серьезные наводнения происходили в 1955, 1982, 2016 и 2018 годах. В таких случаях прекращается навигация, закрываются набережные, а также музеи Лувр и Орсе. Мост назван в честь победы французов, англичан и турок над русскими войсками в сражении на реке Альма во время Крымской войны. Тогда особо отличился полк зуавов французской колониальной пехоты. Официальный пункт измерения воды в Сене находится на мосту Аустерлиц. Далее о спорте. Марафонец из Испании участвует в забегах вместе со своей мамой, прикованной к инвалидному креслу. Мария Сильвия Ролдан, мама марафонца Эрика Доминго, страдает от рассеянного склероза. Но это не мешает семье участвовать в забегах. Накануне в Барселоне Эрик показал, как проходят их совместные тренировки. Я начал бегать со своей мамой, которая из-за рассеянного склероза прикована к инвалидному креслу. А 4 года назад здесь, в Барселоне, я нашел специальный марафон для людей с этим диагнозом и решил, не спрашивая ее, записаться. Это был первый наш забег, рассказывает Эрик. Мария сначала подумала, что сын сошел с ума, но участие в забеге принесло новые эмоции. Я была очень счастлива, потому что это показывает окружающим, что диагноз не делает нас больными. Это дает мне силы. Эти забеги делают меня живой. Продолжаем спортивную тему. Все соревнования в Италии, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступающим в силу декретом о введении карантина на всей территории страны. Подробности расскажет Полина Долинская в рубрике «Новости спорта». Полина, приветствую. Затрагивает ли данный документ все соревнования? Здравствуй, Сергей. Отмечается, что допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к Олимпийским играм и другим соревнованиям международного уровня. Но все это только при условии обеспечения мер предосторожности. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Матч 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между французским Вильербаном и российским «Зенитом» будет сыгран при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Встреча пройдет во Франции в пятницу. «Зенит» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 8 побед в 28 матчах. При текущих обстоятельствах петербургский клуб не имеет шансов на выход в плей-офф. Переходим к обзору матчей 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Ростов дома обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе хозяев отличился Роман Еременко, Эвелин Попов и Павел Мамаев. У ЦСКА голом отметился Арнор Сигурдсон. Еще один мяч в свои ворота забил защитник ростовчан Максим Осипенко. По итогам встречи лучшим игроком был признан Еременко. На 20-й минуте главный арбитр встречи
Владислав Безбородов удалил за нарушение в штрафной площадке полузащитника армейцев Ильзата Ахменова и назначил пенальти. Удар Еременко отбил Игорь Акинфеев. Акинфеев отразил 14-й пенальти и повторил рекорд чемпионатов России. Всего в ворота вратаря армейцев было назначено 48 пенальти, из которых не забито только 18. В турнирной таблице чемпионата России Ростов поднялся на второе место. В активе команды Валерия Карпина 38 очков. ЦСКА, имея в активе 35 баллов, занимает пятую строчку. В следующем матче Ростов примет 15 марта московский «Локомотив». ЦСКА в тот же день сыграет дома с Уфой. А тем временем московский «Спартак» на своем поле проиграл Краснодару. В том же матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Результат встречи – счет 0-1. Единственный гол забил Ари, реализовавший пенальти на 71-й минуте. Лучшим игроком матча признан вратарь Краснодара Матвей Сафонов. «Спартак» не ослабляет давление в ходе двух таймов, однако наносил мало ударов по воротам противника. Игроки хозяев делали лишние пасы. В некоторых эпизодах хорошо проявляли себя защитники Краснодара. Гости же били из разных позиций. Запомнились опасные удары Ари и Маркуса Берга. На 71-й минуте защитник «Спартака» Илья Кутепов проиграл единоборство в штрафной площадке. Бергу и сфалил, в результате чего был назначен 11-метровый удар, который успешно реализовал Ари. В концовской встрече самым ярким эпизодом стало удаление Зобнина. Победа Краснодара позволила клубу вернуться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 балл в 21 матче. «Спартак» занимает 10-е место, имеет 25 очков после 21 тура. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с Оренбургом 14 марта. Краснодар 15 марта встретится на выезде с замыкающими турнирную таблицу футбольным клубом «Сочи». Все спортивные объекты Олимпиады в Токио готовы. В минувшую пятницу Оргкомитет игр заявил о завершении работ на последних из них – аквацентре. С подробностями Татьяна Гомозова. Оргкомитет Олимпиады 2020 сообщил в пятницу, что работы в Центре водных видов спорта в Токио завершены. Это означает, что все спортивные объекты летних игр сданы в срок. В аквацентре атлеты будут оспаривать медали в плавании и прыжках в воду. Кроме него, специально к Олимпиаде были построены еще 7 сооружений. А всего состязания будут распределены по 43 объектам. На некоторых из них уже идут тестовые соревнования. Национальный стадион сдали с опережением графика еще в ноябре 2019 года. 24 июля на нем должна пройти церемония открытия игр. Между тем, подготовка к главному спортивному турниру планеты проходит на фоне опасений о его возможной отмене из-за коронавируса. На официальном уровне, впрочем, речи об этом пока не идет. В Международном олимпийском комитете выразили полную уверенность в успехе игр и похвалили принимаемые против вируса меры. С февраля за подготовкой следит рабочая группа, в которую включены специалисты Всемирной организации здравоохранения. Правительство страны заверило, что игры пройдут по плану. А глава Олимпийского комитета Японии сообщил в четверг об ограничениях в эстафете Олимпийского огня. По словам Йосиро Мори, при ее старте не будут присутствовать школьники, как планировалось ранее. По данным на пятницу, коронавирусом заразились уже более 100 тысяч человек по всему миру. Более 3 тысяч умерли. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. А мы продолжаем нашу программу. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники архивов по всей стране. Дата праздника выбрана не случайно. 10 марта 1720 года были образованы первые архивы в госучреждениях. На прямой связи со студией из городского архива находится наш корреспондент Саргалан Неустроева. Саргы, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Сергей. Сейчас я нахожусь в городском архивохранилище. Здесь хранится почти 33 тысячи документов личного и земельного характера. О самых старых и уникальных из них нам рассказала заведующая архивохранилищем Варвара Захарова. Вот это у нас проект планировки пригородной зоны 70-го года. Такие у нас фотографии. Проект планировки, схема инженерно-планировочной оценки. Так. Тут указано, сколько листов. 8 листов. И когда они сдали документ. Вот этот документ. Угу. У нас еще есть лицевые счета,
кожевенно-обувного комбината за 66 год, например. Вот, на каждого карточка личная, а тут размер заработной платы указывается. То есть вот этой книги, да, ей уже около 60 лет, да? Да. Получается. А как давно она у вас уже хранится? С какого момента? Это у нас хранится, это указано в деле фонда. В деле фонда указывается, с какого года у нас хранится документ. Документы у нас принимаются по акту приема передачи документов. А ликвидация документов, вы вообще срок хранения документов есть или вот пока, ну если можно так сказать, не истлеет, храните? Документы по личному составу у нас хранятся 50 лет. Это по личному составу? Это по личному составу называются документы. По личному составу это у нас лицевые карточки и приказы, и личные дела работников. Хочется также отметить, что некоторые из представленных ранее Варварой Захаровой документов хранились под грифом «секретно». В частности, транспортная схема города Якутска, которая предполагала наличие здесь в городе троллейбусов. Сейчас же ознакомиться с ними можно, написав заявку лично или по электронной почте в архив города Якутска. И после чего можно прийти сюда и ознакомиться уже с этими документами. Всего в архиве работает порядка 7 человек, и за один только прошлый год ими было принято и обработано 4000 запросов. Причем работники архива гордятся тем, что ни один из этих запросов не был просрочен. Также хотелось бы поздравить всех работников архива не только города, но и республики в целом. У меня на этом все. Сергей. Саргы, спасибо. Присоединяемся к поздравлениям. Я напомню, Саргала Неустроева в прямом эфире рассказала о работе городского архива города Якутска. И в завершении выпуска коротко о среднесуточной погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 11, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду и переменная облачность. В Ленске заметно холоднее, минус 25 градусов по Цельсию. Ветер слабый, дует с запада со скоростью 1 метр в секунду. На 1 градус теплее в Мирном, в алмазной столице минус 24 градуса, слабый ветер 1 метр в секунду и переменная облачность. В Нерюнгре столбик термометра на отметке в минус 12, атмосферное давление 689 миллиметров ртутного столба, облачно с прояснениями. И заметно потеплело в столице республики, в Якутске минус 14, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сейчас солнечно, чуть позже возможен небольшой снег. К этому часу это все новости. Оставайтесь на Якутии 24.